Да, на протяжении ряда лет, если брать вот с 2001 года, мы ежегодно вводили год по 10 новых школ, новых зданий школ. Это где-то 185 у нас с вами сегодня школ с 2001 года построено. И доступность общего образования у нас сегодня обеспечивается 632 зданиями, в 632 зданиях школ учатся наши детки. Но понятно, что существует сегодня двусменное обучение. В основном это город Якутск, составляет где-то 19, почти 20%, где есть двухсменное обучение, 26 тысяч ребятишек. Всего у нас в системе общего образования учится 133 тысячи детей. Конечно, эта проблема существует, она есть, но мы вот для себя определили приоритетом аварийные ветхие школы. В основном, конечно, это аварийные. Аварийность у нас еще сохраняется, у нас еще 11% аварийных школ в республике, это 73 здания. Но мы сегодня для себя услышали обнадеживающие направление работы Федерального министерства образования и науки, что с 2016 года, возможно, запустится программа поддержки субъектов по строительству школ. Надеемся, что и вот дойдет и очередь до того, что у нас ребятишки учиться в 2 смены не будут. В 2014 году мы ввели 10 школ, как и планировали. На 2015 год, конечно, у нас возникают определенные трудности, но мы для себя определили, что в 2015 году мы должны по инвестиционной программе определить приоритетом, завершать объекты, те, которые начаты. Конечно, нам придется, на это нам указывает и федеральное правительство, это, наверное, понятно, потому что незавершенное строительство в таких больших объемах, это тоже чревато для бюджетов субъектов. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы у нас ребятишки учились в 1 смену, но у нас приоритет – это аварийные школы и, конечно же, то, что сегодня мы вот приоритетом ставим доступность дошкольного образования.